Доброй ночи. Прямой эфир телеканала АТР продолжается. В студии я, Юрий Мацарский. Значит, это время Минимджи, той ее части, которая называется «Атлас». Рассказываю о том, что происходит в мире. И сходу должен сказать, что от своих традиций отказываюсь сегодня. Обычно я говорю о том, о чем не рассказали другие СМИ, в первую очередь украинские, конечно же, то, что не так сильно, не так ярко представлено в украинском информационном поле. Но сегодня вынужден отступить от этой традиции и рассказать в первую очередь о том, что и так всюду всеми обсуждается, просто с некоторыми дополнениями, с некоторыми объяснениями, что же происходит. Начинаю я с Сирии. Вот про Сирию как раз хотел рассказать поподробнее. Все мы слышали о решении Совбеза ООН о введении 30-дневного перемирия. Тут нужно оговориться, это решение было принято 30 ноября, и вот перед голосованием в этом самом решении о перемирии даже стояли конкретные даты. Но под давлением России, который, напомню, является постоянным членом Совета Безопасности ООН, кроме того, имеет право вето, как, собственно, этот самый постоянный член, и имеет право вмешиваться в эти процедуры. Так вот, по настоянию России была убрана эта формулировка с конкретной датой, и там содержится вроде бы как все, но при этом и ничего не значащая формулировка о том, что немедленно вступает в силу перемирие. Еще стоит отметить пару моментов, которые в этом документе содержатся, просто чтобы было понятно, почему на самом деле это перемирие не работает и почему продолжают гибнуть люди. Там содержится несколько оговорок. В частности, самая главная оговорка, что это самое перемирие не распространяется на действия, направленные на борьбу против нескольких группировок. Указана Аль-Каида, указано так называемое Исламское государство, и почему-то, вот это самый большой вопрос, почему-то указано Джабхат ан-Нусра, так называемый фронт освобождения. Дело в том, что я уже об этом не раз говорил, эта организация не существует уже больше года, с января 2017 года. Как обычно это бывает, все эти крупные боевые организации состоят из более мелких фракций. Иногда они выходят, иногда они переформатируются, иногда добавляются новые фракции. Но как бы то ни было, этого самого Джабхата ан-Нусры не существует уже год. Те группировки, которые в ней состояли, в большинстве своем перешли совсем в другую, в так называемом Хаят Тахрир аш-Шам, но тем не менее Джабхат ан-Нусра не существует, но она продолжает появляться, даже как выяснилось в документах Совбеза ООН. Почему это происходит? Я могу себе представить. Я даже с вами поделюсь. Дело в том, что Россия, когда вводила войска в Сирию, в первую очередь говорилось о победе над ИГИЛ, над так называемым исламским государством. Потом, когда отчитались в разгроме ИГИЛ, о том, что никого из игиловцев не осталось, но почему-то и солдаты, и авиация продолжали оставаться на сирийской земле. И тогда была придумана история про Джабхат ан-Нусру, про страшного противника, страшного соперника, с которым нужно бороться, и который не менее опасен, чем, собственно, исламское государство. Почему был выбран в качестве объекта страшилки именно именно Джабхат ан-Нусра, можно предположить, потому что на тот момент она действительно была самой боеспособной, самой мощной из всех организаций именно оппозиционных, действовавших в Сирии. Но ее больше нет, а страшилка это продолжает. Ну, что ж там, Соловьев с Киселевым новую пластинку, что ли, сменят? Нет, ведь Путин же доложил, что воюем с Джабхат ан-Нусрой. Все эти Шойгу и прочие бездельники рассказывают каждую неделю, что какое-то очередное количество, главарей Джабхат ан-Нусры уничтожено. Поэтому они продолжают эту волынку тянуть, поэтому они продолжают сочинять и про Джабхат ан-Нусру, и про все остальные. Так вот, самое страшное в этой оговорке то, что Россия настояла еще и на том, чтобы в число тех операций, которые не прекращаются, были бы внесены еще и операции по противодействию не только Аль-Каиде, ИГИЛ и Джабхат ан-Нусре, но и организациям, аффилированным с ними. А с точки зрения российского генштаба, с точки зрения российской военщины, все, кто против Башара Асада воюет в Сирии, так или иначе аффилированы с кем-то из этих запрещенных в России формирований. Интересно, такая история складывается. Она была бы интересна, если бы она не была бы кровавой. Потому что
После того, как уже было введено перемирие, формально оно вот сразу после того, как за него проголосовали все члены Совбеза и постоянные, и временные, тут же вступило в силу. Я напомню, это было требование Российской Федерации. Но тем не менее, несмотря на то, что вступило в силу, продолжались бомбардировки и боевые действия в ближайшем к Дамаску пригороде в Восточной Гуте. Я напомню, этот город, он один из оплотов повстанцев почти с самого начала войны. Там до войны проживало около полумиллиона человек. Сейчас, ну, сложно сказать, но я думаю, 1300, может быть, даже 1400 сейчас там остаются. Так вот, это самый близкий к Дамаску пригород с востока. Вот городская черта, там, где заканчивается городская черта Дамаска, начинается Восточная Гута. И все эти годы идет война между вот двумя этими ближними городами. В 2013-м, напомню, там было применено химическое оружие, огромное количество людей погибло. Именно после этого эпизода тогдашний американский президент Барак Обама обещал нанести ракетно-бомбовый удар по Сирии, по частям верным Башара Асада, но этого так и не было произведено. Более того, при посредничестве Владимира Путина, которому тогда еще верили на Западе, часть химического оружия, а может быть и все химическое оружие, пойди узнай, было вывезено и где-то в море захоронено. Но я все время об этом говорю, повторюсь сегодня. Химическое оружие – это не бином Ньютона, это не атомная бомба. Химическое оружие – это не что-то, для чего требуются самые светлые умы человечества, невероятно сложные технологии, лаборатории и так далее. А химическое оружие в кустарных условиях производится и в Сирии, и в других странах Ближнего Востока. Да, наверное, не только Ближнего Востока. Фактически выпускниками химфаков университетов. Все, что нужно для того, чтобы произвести самые простые боевые отравляющие вещества, можно купить в хозяйственных магазинах, потом ими начиняют газовые баллоны или даже бочки, и все это сбрасывается вот на мирных жителей. Вот это химическое оружие на самом деле чудовищно обладает эффектом террористическим. Оно невидимая, это смерть, которую ты не видишь. Оно не свистит, как пули, не взрывается, как снаряды, не шумит, как самолет, который сбрасывает бомбы. Это что-то, что внезапно убивает десятки, иногда сотни человек. Им вот и пользуются как оружием запугивания, как я уже сказал, террористическим оружием. Перед большим наступлением, перед крупными бомбардировками забрасывают химическим оружием для того, чтобы сломить у людей волю к сопротивлению. И часто это действительно получается, потому что когда человек видит, что у него на глазах умирают его товарищи, или он уже видит умерших их, он видит, что умерли его близкие, у него часто действительно опускаются руки. Ну, вот так вот действует химическое оружие террора. Оно, судя по всему, сейчас есть в распоряжении Башара Асада. Активно его поддерживает в той же самой Восточной Гуте еще и Российская Федерация. Бомбит с воздуха. Похоже, там сейчас нету никаких вот вагнеровцев, никаких наемников, их там нету. Похоже, что действительно Россия сейчас обходится только в участием своим авиационным. Но она тоже использует то оружие, которое у нее есть, в чудовищных террористических целях. У Путина есть бетонобойные бомбы, у Путина есть ракеты точного наведения, которые, по идее, создавались для того, чтобы минимизировать, а в идеале и вообще оставить мирных жителей без жертв. Сделать так, чтобы война уносила жизни только военных, сделать так, чтобы ракеты попадали только в военные объекты и не задевали ни гражданских, ни их собственность. Так вот, на самом деле все в руках Путина превращается в полную свою противоположность, потому что все эти бетонобойные бомбы, все эти ракеты, наводящиеся с точностью до нескольких сантиметров, используются не для того, чтобы там действительно каких-нибудь страшных террористов взрывать, а используются для того, чтобы бомбить школы, больницы. Все мы видели, да, вот эти вот кадры, только что на экране были. Там детей несут припорошенных вот этой вот крошкой, которая всегда после бомбежки от бетона остается. Ну, они что, террористы? Да нет, конечно. Собственно, в таком густонаселенном городе, я повторюсь, да, сотни тысяч человек живут в многоквартирных домах, часто уже переселились куда-то в подвалы. Конечно, там не может идти речи о том, что это
точного наведения ракета попадет куда-то в какой-нибудь штаб террористов, как нам все время рассказывают. Ну, собственно, подошли к еще одной лжи российской власти, к еще одной лжи российской пропаганды. Все это, что творится в Сирии, все эти бесконечные смерти, изначально подавались как попытка остановить терроризм на дальних подступах, на дальних рубежах. И Путин об этом говорил, и все его прихвостни, все его приближенные, и российский телевизор рассказывает обо всех вот этих вот победах, в кавычках, как о победах над терроризмом. Да ни черта подобного. Это, в общем, ну, то есть это действительно чудовищная ложь. Терроризм просто так не появляется. Терроризм – это всегда ответ на какое-то угнетение. Террористы – это не те люди, у которых все было хорошо, прекрасно, а теперь вдруг они взяли и решили пойти убивать. Террористы со времен, я не знаю, народовольцев из Российской империи, со времен появления Ирландской республиканской армии, это те люди, которые либо чувствуют себя ущемленными, понимают, что они ущемлены в каких-то своих базовых правах или в каких-то своих интересах, либо те, кто им крайне сопереживает. Так вот, Путин, когда убивает мирных людей в Сирии, он невероятно умножает количество тех людей, которые чувствуют себя ущемленными, по-настоящему ущемлены его действиями, или тех людей, которые сочувствуют тем, которые понимают боль тех, которые убиты. Поэтому от всех этих бомб, снарядов, высокоточных и невысокоточных, не снижается террористическая угроза в России, а возрастает многократно. Я вот очень хочу, чтобы это услышали те люди, которые живут в России. Запомните, пожалуйста, это с каждым вылетом бомбардировщика, с каждым выездом какой-нибудь бронетехники российской, с каждым появлением российских наемников увеличивается опасность терактов в Москве или в Санкт-Петербурге или в Казани или в каких-либо других городах. Я даже доказательств там никаких не буду приводить. Просто вспомните, что совсем недавно произошло в Кизляре, где мирных людей, причем пожилых женщин в основном, расстрелял парень, сочувствующий так называемому исламскому государству. Поверьте мне, если бы Путин не бомбил тех людей, которым этот парень сопереживает в Сирии, с большой долей вероятности он бы не пошел на такое чудовищное преступление, не испоганил бы жизнь ни себе и оставил бы 5 ни в чем не винных женщин живыми. Так что, в общем, стоит следить за тем, что происходит сейчас в Сирии. Напомню, кстати, что Путин сегодня на 5 часов вводил такое гуманитарное перемирие, еще одно в этой самой Восточной Гуте, для того, чтобы оттуда можно было вывести раненых и доставить туда медикаменты. То есть, ну, очень людоедское такое перемирие. Сначала бомбит, а потом дает вывести раненых в течение 5 часов. Причем непонятно, удалось ли доставить всех тех, кому нужна медицинская помощь в больнице, в госпитале. То есть этот вопрос открытый. Но известно следующее. Известно, что Великобритания в случае, если будет доказано очередное применение Башаром Асадом химического оружия в той самой Восточной Гуте, присоединиться к штатам, которые уже начали наносить ракетно-бомбовые удары с воздуха не по каким-то там игиловцам, не по каким-то еще там Аль-Каиде или еще кому-то, а по частям Башара Асада, по его бронетехнике, по его живой силе. И Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, сказал, что если эта информация подтвердится, если выяснится, что Башар Асад опять применил химическое оружие, Великобритания присоединится к США и призвал, более того, другие цивилизованные страны поступить так же. Так что история в Сирии становится все сложнее и, к сожалению, все кровавей. А мы отправляемся в другую страну, примерно того же региона. Сирия – это Ближний Восток, Тунис и Ливия – Северная Африка. Но вот в мире, скажем, англоязычном принято называть одним большим регионом. Собственно, он так и называется – Middle East and North Africa, Ближний Восток и Северная Африка. Там в Ливии, в стране, которая одна из первых была подвержена так называемой арабской весне, продолжается чудовищное противостояние. Там несколько фракций делят страну, что-то контролируется одними силами, что-то другими, что-то где-то так называемый ИГИЛ, где-то условно-светское правительство, где-то более-менее либеральные исламисты, но тем не менее. Ливии как единой страны нет. Ливия примерно как и Сирия сейчас, просто к Сирии больше внимания приковано. Это такая географическая точка, которая разделена, располосована самыми разными силами, группировками, где-то племенами, где-то какими-то правительствами, кем-то признанными, кем-то непризнанными. Так вот,
На этой неделе в Тунисе был задержан турецкий лайнер, который называется «Урал». И на нем обнаружили полицейские тунисские массу всего интересного. Там были, например, бульдозеры, там было специальное оборудование медицинское, там были какие-то средства спутниковой связи, которые обычно использует разведка. Кроме того, там еще была и бронетехника. И очень удивились тунисские полицейские, обнаружив все это дело, тем более на борту турецкого корабля, по-моему, он под панамским флагом шел, но, правда, с русским названием, что же там, «Урал». Так вот, есть такой замечательный журналист, мы его как-то даже подключали к созданию одной из наших программ. Зовут его Войтенко, он работает в морском бюллетене. Это издание, которое сообщает обо всем том, что происходит в море, обо всем том, что связано с флотами, так или иначе. Михаил Войтенко был вынужден покинуть Россию, он сам россиянин, сейчас живет в Юго-Восточной Азии. Так вот, по его данным, которые уже растиражированы и даже отчасти подтверждены, кстати, СМИ Туниса, все это добро, все эти бронетранспортеры, спутниковые телефоны, бульдозеры и все остальное прочее шло на самом деле в Ливию. Шло для того, чтобы, судя по всему, помочь одной из сторон ливийского конфликта создать настоящую большую военную базу, оборудованную автомобилями, оборудованную каким-то лазаретом с возможностью даже проведения хирургических операций, с командным центром, в котором были бы и компьютеры, и связь спутниковая, ну и, конечно же, БТРы, БМП и так далее, для того, чтобы воевать с врагом. В общем, если это действительно так, если все это действительно шло в Ливию, то, ну, понятно, кому это все идет. Дело в том, что Россия официально во всей этой ливийской заварухе поддерживает одну единственную сторону, поддерживает, ну, по большому счету, даже не сторону, а одного единственного человека. Это командующий вооруженными силами Ливии, который, ну, вот официально признанный мировым сообществом, скажем так. Там несколько официально признаны или несколько официально не признаны. В общем, там такая катавасия, ну вот примерно как в Украине была во время гражданской войны. Пойди пойми, кто кого признает, кто кого не признает. Но вот Россия признает только одного. Его зовут Халифа Хафтар, он генерал, очень заслуженный человек. Я даже предполагаю, почему Россия его признает как своего и, судя по всему, даже шлет ему технику. Дело в том, что он такой классический «их там нет». Это еще, оказывается, не Путин изобрел. На самом деле это давно изобрели, еще во время Балканских войн на рубеже 19-20 веков была уже традиция срывать знаки отличия для того, чтобы делать все под видом чужих армий. Ну, так вот, во времена, он в свое время, Халифа Хафтар, был очень близок к Муаммару Каддафи. Он был одним из тех офицеров, вместе с которыми Каддафи провернул государственный переворот. Он был одним из тех, кто входил фактически в руководство Ливии, но в 70-е годы Каддафи развязал войну с близлежащим Чадом. Он сначала хотел объединиться по-хорошему. В Чаде отказались, поэтому он провернул военную операцию. Причем одна очень крупная военная операция была совершена уже тогда, когда официально был подписан мир, и, по идее, никаких ливийских войск на соседней территории находиться было не должно. Но так уж вышло, что они там были. Причем командовал ими вот этот самый генерал Халифа Хафтар. И он там не просто командовал, он там не просто присутствовал, он там еще и в плен попал, и от него, как вот этого самого «их там нет», отказался Муаммар Каддафи, ну и от всех остальных пленных ливийских тоже, но вот от него, от своего боевого товарища, от человека, которого сам Муаммар Каддафи называл своим духовным сыном, он отказался. Их там нет, я их туда не посылал, какие-то отпускники, наверное. Чего они полезли в чат, я не знаю. Я приказа не давал, никто приказа не давал. Классический «их там нет». Судя по всему, вот именно на этом он с Путиным и сошелся. Кстати, у него после того, как его в Чаде освободили, он естественно, пошел в оппозицию к Муаммару Каддафи. Он связался с Соединенными Штатами Америки. Много всякой информации я передал ЦРУ, Центральному разведывательному управлению Соединенных Штатов. Даже как-то попытался при помощи, судя по всему, при помощи, не знаю, но можно догадаться, что не он один во всем этом участвовал, поднять восстание на юге Ливии. Это не получилось, восстание было подавлено, и несколько человек, или даже несколько десятков человек были казнены или
погибли во время пыток. Ну, вот такой вот заслуженный боевой генерал, заслуженный бывалый, их там нет. И вот, вероятно, Россия помогает ему сейчас вооружаться, обустраиваться. А какой интерес в России? Да точно такой же, как точно такой же, как и в Сирии. Генерал этот ведет бои с группировками, которые пытаются захватить или уже даже держат часть нефтяных полей в районе города Бенгази. Чем больше нефтяных полей удастся России отвоевать для своих союзников, тем больше им дадут, тем больше процент они получат со всего. Как в Сирии происходит, где четверть освобожденного должно доставаться компаниям близкого к Путину олигарха Пригожина. Вот такая вот история происходит. В общем, история. Понятно, что Россия творит на международной арене все, что только хочет. И если попадается, делает вид, что непонятно, зачем нас в это впутывают, как с этим кокаином в Аргентине найденным. Тоже, в общем, ну, это был бы цирк, если бы это не было так страшно. Если бы не шла речь о том, что, судя по всему, где-то там на высшем уровне, ну, по крайней мере, Министерство иностранных дел, а возможно, кстати, даже и Совета безопасности Российской Федерации, крышуются, не побоюсь этого слова, чудовищный наркобизнес, в котором крутятся миллиарды денег мафиозных, которые уносят огромное количество людей, прошу прощения, людских жизней каждый год. И вот оказывается, вот есть еще и такой не просто российский след, а огромные такие пятна на карте мира, оставленные российскими чиновниками, так или иначе связанными с наркомафией. Ну, невозможно поверить, что никто в посольстве или в школе при посольстве, или среди ФСБшников, которые охраняют эту школу, не знал о том, что хранится 12 чемоданов и почти полтонны кокаина. Ну, этого невозможно себе представить. Понятно, что, судя по всему, к этому имели отношение какие-то высокопоставленные ребята там, в Аргентине и, конечно, в принимающих странах, в первую очередь в России. Также речь идет о Нидерландах и Германии, по-моему. Но это уже вторично. Судя по всему, речь идет о том, что на этих ребят вышла аргентинская полиция и, заменив кокаин мукой, подсунула еще и какой-то маячок, по которому и проследила все пути следования. Но не просто так говорят о том, что его перевозили на самолете, принадлежащего государственной авиакомпании «Россия», которая перевозит первых лиц. Но если об этом говорит пресса латиноамериканская, она же основывается, ну, судя по всему, на, ну, не побоюсь этого слова, сливах, да, которые позволяет себе сейчас аргентинская полиция, аргентинские спецслужбы для того, чтобы вот этот вот поток российской дезинформации как-то сбить. Понятно, что не может дипломатической почтой отправлять что бы то ни было технический сотрудник посольства, как врали уже в российском МИД. Понятно, что дипломатическая почта отправляется людьми с настоящим дипломатическим рангом, с настоящими дипломатическими документами, с дипломатическим паспортом. И этот человек, он что, он какой-то безвольный, или он осел, ему говорят: отправь, пожалуйста, 12 чемоданов, только не смотри, что там. Но такого не бывает, такое даже в кино не бывает, а уж в реальной жизни так точно не бывает ничего такого. Так что, в общем, это та история, которая наверняка еще выстрелит, а может быть и не раз. Тем более, судя по всему, сейчас подключатся не только аргентинские спецслужбы, сейчас подключатся еще и Интерпол, и спецслужбы цивилизованного мира, Запада. Посмотрим, что у них получится, посмотрим, на кого они в конечном итоге выйдут, а мы к следующей теме идем. Небывалое произошло в Иерусалиме. Там впервые за более чем век закрыты были двери храма Гроба Господня. Закрыли двери не кто-нибудь, а сами священнослужители, которым принадлежит в разных долях этот самый храм. Закрыли не просто так, закрыли они в знак протеста против действий властей Израиля, которые сейчас фактически контролируют Иерусалим. О том, что это за действия Израиля, я расскажу чуть попозже. Сначала предлагаю посмотреть справочный сюжет о том, что же такое храм Христа, храм Гроба Господня, прошу прощения. Храм Гроба Господня, или, как его еще называют, Храм Воскресения Христова, одна из главных святынь христианского мира.
Храм был построен и освящен в царствование византийского императора Константина, получившего Иерусалим в наследство от распавшейся Римской империи. Стоит храм на том самом месте, где, как с библейских времен считают верующие, Иисус Христос был похоронен после распятия и где встал из своего гроба. За прошедшее столетие храм неоднократно перестраивался и не раз менял хозяев. Он находился в руках византийцев, персов, арабов, крестоносцев и католических орденов. Сейчас святыня находится в управлении сразу 6 христианских конфессий – греко-православной, коптской, католической, армянской, эфиопской и сирийской. Каждой из конфессий принадлежит своя часть храма. Кроме того, для последователей разных христианских деноминаций установлены свои часы для молитв. Однако, несмотря на все ухищрения, избежать конфликтов не удается. В храме случаются даже драки между верующими разных общин. Не всегда помогает даже почти 1000 лет соблюдаемая традиция хранения ключей от храма в семье нехристиан. С 1192 года хранят ключи мужчины из семьи мусульман-арабов Джауда аль-Гаддия. С тех же времен право открывать и закрывать двери храма этими ключами принадлежит другой мусульманской семье – Нусайба. Так что же могло заставить иерархов сразу 6 христианских деноминаций помириться? Хотя вот мы знаем, даже видели, что и драки там бывают, и ссорятся они, кто первый должен к алтарю подходить, кто второй и так далее. А заставило их объединиться, еще и пойти на такой шаг, как закрытие дверей. Причем туда же паломники приезжают со всего мира, их не пустили, закрыли на целый день в минувшее воскресенье. Двери их заставило законопроект, который внесен в израильский парламент, он называется Кнессет. Закон позволяет облагать налогами ту церковную недвижимость, которая не является, собственно, церквями, не является храмами. То есть какие-то рестораны, какие-то отели, какие-то дома паломников, ну вот то, в чем не проводится богослужение. Кроме того, там есть еще и в этом же законе есть положение, позволяющее изымать для государственных нужд землю, которая была ранее продана церковью, частным лицам. Но вот в христианских церквях Иерусалима расценили это как нападки на церкви, боятся, что будут отниматься теперь у христиан их земли, их церкви и так далее. Есть даже совместное заявление сразу нескольких первосвященников, вот в частности патриарха Иерусалима и патриарха Армянской апостольской церкви, где они назвали этот законопроект отвратительным. Если он будет одобрен, то позволит экспроприировать церковные земли, сказали они, и сказали, что вот этот закон напоминает им ущемление прав евреев в Европе в темные века, то есть в Средневековье. Такая вот история там складывается. Могу, кстати, заметить, что привела эта акция протеста со стороны священнослужителей к тому, что на неделю отложили в Кнессете рассмотрение этого самого законопроекта. Автор выступил уже в его защиту, но тем не менее отправили на доработку, сказали, что нужно посмотреть еще раз, прочитать внимательно, что же там такое содержится, из-за чего священники пришли в такое сильное негодование. Дальше идем. Китай, Китайская Народная Республика. Там происходят знаковые на самом деле вещи. Там решено отменить ограничения на пребывание в должности главе государства. С 1982 года в Китае действует конституция, ограничивающая срок пребывания на высшем посту 2 пятилетними каденциями. Теперь в следующем уже месяце это будет отменено. Делается это все вот для этого человека, которого вы сейчас видите на экране, председателя Си Цзиньпиня. Или, как его называют на Западе, в британской или американской прессе, президент. Он самый мощный правитель Китайской Народной Республики со времен Мао. Самый мощный, я имею в виду, что вот он смог победить всю внутреннюю оппозицию внутри коммунистической партии, смог подчинить себе
все центры принятия решений. Ну и вот по большому счету стал таким, ну, красным императором, как его иногда называют. Но ни один император не вечен, президент тем более. И вот решил он подвинуть те неудобные конституционные положения, которые вынудили бы его вскоре, совсем вскоре покинуть высший пост в Китае, уступив место кому-то другому. Пока известно лишь, что на одном из пленумов Коммунистической партии Китая принято такое решение поставить вопрос на голосование, но ничто не делается просто так. Уже известно, что на следующем месяце он примерно через месяц как раз будет голосоваться. И если это проникло в информационное поле, значит, судя по всему, решение уже принято, значит, судя по всему, Си Цзиньпин таки станет тем самым президентом или председателем, при котором отменят все ограничения, который сможет оставаться бесконечное число сроков, сколько он пожелает на высшем посту. Не надо будет никакого Медведева в качестве свадебного самовара ставить, чтобы место грел, пока занимаешь какую-нибудь номинальную должность. Все будет так, как и должно быть с точки зрения Коммунистической партии Китая. Официальная китайская пресса говорит, что это требование времени, что сейчас не время менять человека, который так успешно справляется со строительством социализма, прошу прощения, с китайской спецификой, что сейчас менять руководство страны будет не совсем не к месту, что это может сказаться на производительности китайских предприятий, на пути к социализму и так далее. Но есть, кстати, и совсем другие оценки, их не всегда, вернее, успевают тут же удалить цензоры, которые очень активно работают в китайском сегменте интернета. Есть заявление, например, от бывшего главного редактора одной из центральных газет молодежных Коммунистической партии, который говорит, что он жил при Мао и что совсем не хочет возвращаться в те времена, когда всем управлял один человек, совсем не хочет возвращаться во времена, ну, фактически императорские. Я напомню, это говорит не какой-нибудь там диссидент, а, в общем, крупный функционер Коммунистической партии Китая. Сейчас уже на Западе так поругивают такое решение Коммунистической партии. На Западе призывают к осторожности и все-таки опомниться и не сходить с пути реформ, по которым вроде бы как идет Китай. Формально он остается государством с коммунистической ориентацией. Коммунистическая партия Китая не то что единственная, она главная партия в стране. У нее нету никаких и не может быть конкурентов. Ее позиция неизменна, ее никто оспорить не может. Но тем не менее, Китай участвует в мировом рыночном процессе. Более того, он главный игрок на мировом рынке. Поэтому он, с одной стороны, коммунистический, а с другой стороны, на рынке вполне себе капиталистический. И вот Запад все это устраивает. Я так думаю, что и будет устраивать, потому что, ну, кто бы там ни был, ну, не сыт, так кто-нибудь другой придет. Ну, какая Западу уже, в конце концов, разница? Так или иначе, ссориться с Китаем вряд ли кто-нибудь будет, при том, что Китай – это не только основной потребитель лакшери-продукции, которые производятся в западных странах, начиная там с дорогих автомобилей и заканчивая дизайнерской одеждой и украшениями. Китай обгоняет сейчас даже богатые арабские монархии в потреблении всего этого. Китай еще и основной производитель всего ширпотреба для всего цивилизованного мира. Поэтому я так подозреваю, что все недовольство ограничится действительно какими-то газетными заметками или какими-нибудь выступлениями не первых лиц цивилизованного государства о необходимости вернуться к демократическим каким-то мерам, о необходимости соблюдать какой-то демократический этикет. Но, с другой стороны, на то, что Facebook закрыт в Китае, ну, как-то же глаза закрывают на то, что Тибет по-прежнему официально, с точки зрения западных государств, остается оккупирован китайцами. Тоже закрывают глаза. А то, что там президент или председатель будет один и тот же еще какое-то время, так тоже точно закроют. Поверьте моему слову, скоро во всем этом сможем убедиться лично. К следующей теме идем.
Отличная история. Норвегия вкладывает почти 13 миллионов долларов в усовершенствование своего зернохранилища судного дня. Оказывается, существует и такое. Их на самом деле много существует. Но вот самое главное находится в Норвегии, на острове Шпицберген. Давайте сюжет об этом хранилище посмотрим, а потом расскажу, что происходит с ним. Всемирное семенохранилище на Шпицбергене. Крупнейшее в мире сооружение, построенное для сохранения семян культурных растений. Предназначено оно для восстановления посевов после вероятной глобальной катастрофы, способной уничтожить растительный мир планеты. Такой, например, как атомная война, падение гигантского метеорита или резкое глобальное потепление. Построенное в 2008 году норвежским правительством при поддержке ООН, Шпицбергенское хранилище способно вместить до 4,5 миллионов семян. Сейчас оно не заполнено даже наполовину. Число образцов, содержащихся на Шпицбергене в специальных алюминиевых контейнерах, пока еще только подбирается к миллиону. Для каждой из стран мира в хранилище отведено свое место. Правительства и специалисты разных государств сами определяют, какие именно растения стоит сохранить на случай глобального катаклизма. За сохранность образцов отвечает не только вечная мерзлота, расположенного вблизи северного полярного круга Шпицбергена. В хранилище также установлены мощные холодильные установки, способные в течение нескольких недель поддерживать температуру ниже 0, даже в случае гибели обслуживающего персонала и внезапного повышения наружной температуры. Но выяснилось, что этих мер недостаточно, что нужно вложить еще 12 миллионов 700 тысяч долларов в то, чтобы усовершенствовать морозильные установки, в то, чтобы усовершенствовать те агрегаты, которые питают их энергией, которые, фактически дают жизнь тем семенам, которые спрятаны в хранилище на Шпицбергене. Почему норвежцы решились на такой шаг? Почему они решили, что необходимо увеличить срок автономной жизни этого самого хранилища? Я могу предположить, что виной тому стала судьба похожего зернохранилища в сирийском Алеппо. В этом сирийском Алеппе было одно из таких вот крупнейших в мире хранилищ, в котором хранились семена тех растений, которые живут в пустынном средиземноморском климате, в основном на ближневосточных странах. Хранилось больше 100, по-моему, тысяч образцов самых разных семян. И в 2012 году это хранилище осталось без персонала. Люди просто разошлись, война заставила их покинуть свои рабочие места. Многие покинули Алеппо, некоторые, судя по всему, погибли. Но вышло так, что зернохранилище осталось без персонала. Через какое-то время, через несколько дней или, возможно, через несколько недель перестали работать системы, которые обеспечивают постоянную температуру, постоянную влажность и так далее. И часть семян, судя по всему, погибла. И вот норвежцы, наученные горьким опытом своих же коллег из далекой от них Сирии, решили усовершенствовать свою систему, решили удлинить еще дальше в грунт, в вечную мерзлоту, удлинить туннели, в которых хранятся эти специальные контейнеры, но еще и поставить дополнительные мощности по охлаждению для того, чтобы даже если вдруг разразится какая-то глобальная война и тому небольшому количеству людей, которым удастся выжить, чтобы у них была возможность, чтобы у них были в запасе несколько недель, возможно, даже несколько месяцев для того, чтобы добраться до Шпицбергена, найти эти семена или, возможно, возобновить работу тех устройств, которые поддерживают их в состоянии в таком сонном, если это слово можно к семенам применить. Но тем не менее, для того, чтобы как можно дольше установить как можно дольше срок жизни этих семян, чтобы дать возможность тому человечеству, которое сохранится, вновь начать выращивать культурные растения. Я, кстати, замечу, что это не просто хранилище на случай судного дня. Кроме того, эти семена часто используются в научной работе. Одни страны предоставляют семена тех культур, которые у них растут. Другие страны берут эти семена к себе на исследование для того, чтобы понять, чем
тот же самый картофель, растущий в одной стране, отличается от картофеля, растущего в другой, чем рожь или пшеница отличается, для того, чтобы понять, как им действовать, скажем, в генной инженерии, для того, чтобы какие-то, может быть, генетические изменения внести в те растения, которые выращиваются в той или иной точке мира. Вот постоянно, напомню, пополняется это зернохранилище. В прошлом году огромное количество стран туда свои принесли семена. Вот, например, наша соседка Беларусь даже подключилась. Так что я надеюсь, что все мы... Я очень надеюсь, что никто из нас, из наших потомков, не доживет до атомной войны или других катаклизмов. Но если что-то произойдет, знайте, добирайтесь до Шпицбергена, находите там семена, выращиваете из них урожай и становитесь главой новой человеческой цивилизации. На этом сегодня все. Увидимся уже в этот четверг в прайме в 21:00. А завтра в 22:20 Минимджи, как всегда, по средам проведет мой коллега, журналист Денис Казанский. Расскажет о том, что творит Россия и ее ставленники на временно оккупированных территориях Украины. На этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.